Теперь поговорим о терминологии шаман. Есть несколько вариантов. В латиноамериканской традиции это значит, то есть оно звучит как шамана, дружит и охраняет воду. Потому что считается, что вода является, индейцы называют, то есть что значит вождь. Вождь. Почему? То есть она вождь, да, то есть она является центром нашей жизни на планете. Потому что если мы реально подумаем, что наше тело состоит из воды, а наша пища во многом состоит из воды, все те же самые лечебные растения состоят из воды, то окажется, что вода, она везде на нашей планете, она на небе. Когда мы обращаемся к небу, да, мы смотрим, там на самом деле то, что называется атмосферой, на 80% это тоже вода. Поэтому шаман на древнеиндейском именно языке, потому что есть разные исследования, из различных культур пытаются переводить по-разному, это слово означает тот, кто дружит с водой, тот, кто охраняет природу воды. Считается, На что... одну секундочку, просто сразу вспоминается, ведь насколько часто и много бабушки говорили про воду, про магию воды, про силу воды, как ее можно использовать, ведь они пользовались. Просто эти знания, я так понимаю, забыты, да? Конечно, они не столько забыты, они просто, к сожалению, сейчас не всегда понимаемы современными людьми. Так, например, те же самые религии, неважно какая религия, возьмем индуизм, то есть священное омовение, то есть, например, брамины, то есть жрецы индуизма, считаются, что должны обязательно в день делать не меньше 2 омовений, чтобы сохранять чистоту. В христианстве используется вода как основной элемент для крещения младенцев, Да. как основной элемент для очищения, святая вода. В исламе тоже вода считается частью священных ритуалов, которые предписаны Кораном. То есть, если мы внимательно посмотрим, то все религии говорят о едином Боге. И когда они о нем говорят, они всегда все равно апеллируют к планетарной структуре. То есть и основой планетарной структуры является сама планета Земля и вода. Поэтому неважно, во что человек верит. Очень хорошо, что люди тянутся к Богу. Шаманизм, он не религия. Шаманизм – это скорее некая форма изучения того, как вообще все устроено в этом мире. То есть как устроена планета Земля, как устроены мы как люди, как устроен космос, как устроено то же самое небо. И, на мой взгляд, неважно, в какую церковь ходит человек или вообще не ходит. Важно то, за счет чего он жив по-настоящему. Потому что даже если человек говорит «я атеист», он все равно живет в городе, не на природе, он каждый день моет посуду водой, каждый день моется в ванной водой, каждый день пьет воду. То есть поэтому то, что мы называем шаманизмом сейчас, древние связывали с нашей планетой, с матерью Землей, как они ее называли, Мадре Терра. Да. И в древних культурах никогда не было противопоставления Вселенскому Творцу, то есть который творит все миры, все звезды, все галактики, творит всех живых существ, и нашей планете. То есть считается, что это просто некая разная иерархическая структура, но являющаяся единым целым. То есть если мы возьмем сознание Бога как единое, как его описывают все религии, то единый может быть един во всем. То есть он находится во всех мирах, во всех планетах, во всех людях, в любых структурах. Поэтому Христос в свое время, например, тоже сказал, у нас сегодня такая тема немножечко, потому что, я насколько понимаю, люди спрашивают, как шаманизм относится с другими религиями. Он сказал: не ищите меня вовне. Возьмете камень, и в камне буду я. Посмотрите в цветок, и в цветке буду я. Посмотрите в свое сердце, и в сердце буду я. Поэтому, на мой взгляд, мы сейчас сталкиваемся с современными искажениями. То есть тогда, когда люди, они перестали понимать вообще, кто же такой Творец. То есть и они Давай мы сейчас не попытались... будем уходить в религию и вот в Творца, потому что это вообще такая тема, которую мы не должны вообще обсуждать. Мне кажется, это очень такой субъективный вид. Мы давай поговорим именно о природе и именно как раз-таки о силе, о магии этой природы. То есть, получается, шаман – это человек, который изучает другие структуры, в первую очередь там через воду и так далее, да, колдун и так далее. Вот мне хочется, вот от этой темы мы оттолкнулись и начали развивать именно тему магии этой
природы, да, среди которой мы окружены и даже не понимаем, как ей пользоваться. Да, спасибо большое за такой великолепный вопрос, благодарю. Вот здесь мы как раз имеем дело с этимологическими конструкциями, приходящими из разных культур. То есть ты, например, сказала термин «колдун». Он приходит из русскоязычной культуры. Если мы возьмем изначально смысл этого термина, то у нас в славянской традиции было понятие коло, коловрат, например. То есть вот это солнечное вращение. Поэтому людей, которых совсем в древности на Руси называли колдунами, то есть фактически это люди, которые работали с тем, что мы современным языком назовем светом, либо световой матрицей, то есть которые поклонялись солнечному свету, как творцу нашей жизни. А как есть, можно работать то, что... со световой матрицей? Чуть-чуть раскрой вот этот момент. Ну, как понять, работать с световой матрицей? Вот как? Вот люди... конечно, И конечно. есть конечно. мужчины пишут, вообще типа бреда полнейшего не слышал. Просто немногие же догоняют и понимают это все. Мы-то женщины по-другому это все видим, мы чувствуем это более тонко. Для мужчин это вообще просто, ну ты понимаешь, да, как какой-то вообще говорить об инопланетянах, наверное. Не, я сам мужчина, я думаю, что и мужчины, и женщины, они обладают приблизительно одинаковым возможностям понимать вещи. Просто, к сожалению, многие мужчины, они действительно сейчас слишком сильно сфокусированы на материальной внешней стороне, на деньгах, на славе, на сексе, разбираться в том, как устроено. Сейчас во многом женщины первый план, потому что у женщин сейчас остается возможность больше погружаться в себя. Как только мы погружаемся в себя, мы начинаем искать ответы не только в себе, но и в окружающем мире, в окружающей планете. И поэтому шаманизм во многом, он связан с материнской тоже энергией, то есть с материнской энергией Земли. Сейчас я попробую поподробнее ответить на твой вопрос, как вообще мы видим в нашей традиции вот структуру взаимодействия всего в мире. То есть древние культуры, неважно, как мы их назовем, можно вообще от термина шаманизм отойти, они понимали, что у нас все сочетание двух элементов. День-ночь, женщина-мужчина, верх-низ. То есть, соответственно, два базовых элемента, которые творят нашу реальность, это солнце. Его называли отец солнца. То есть, например, в испаноязычных странах так и называют Падре эль Соль или Инти Райни, например, на кече. То есть отец тот, кто порождает солнечными лучами. То есть точно так же, как в человеческом теле, то есть мужские тела, они носят форму размножения через собирание вот этой вот матрицы генетической, всей информации и в виде семени, как бы она попадает в женщину, то есть информация, которую хранит мужчина, и уже в женщине распускается, и рождается ребенок. Угу. То же самое происходит с нашей планетарной системой. То есть считается, что Солнце, вот этот вот свет первичный, он дает энергию всей жизни. Угу. Но структура Солнца, если мы возьмем науку, это элемент фотон, то есть она нематериальна, по сути, хотя мы ее видим, чувствуем. То есть, например, мы фотон, если возьмем, через него проходит и атом, и кварк, и другой фотон. То есть это структура, которая присутствует, но которую нельзя пощупать, хотя мы постоянно чувствуем ее энергию.